10 важных вопросов от наших телезрителей. Мы продолжаем нашу рубрику. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника управления установления социальных выплат отделения Социального фонда России по Чеченской Республике Залина Хасаева. И поговорим мы сегодня о материнском капитале. Маршал, как я уже говорил, у нас сегодня рубрика «10 важных вопросов от наших телезрителей». Вы сегодня будете отвечать в основном на вопросы, опять я повторяюсь, наших телезрителей. Вопросы, мне кажется, актуальные и интересные. Начнем? Давайте. Но сперва два моих вопроса, таких больших, объемных. Готовы? Да. Итак, сегодня, как я уже говорил, мы поговорим о деньгах, которые стали прочно ассоциироваться у нас с рождением детей. Речь идет о материнском капитале. Мы уже в начале нашего разговора уже несколько раз это упоминали. Давайте еще раз поговорим о том, что такое вообще материнский капитал и кто может рассчитывать на материнский капитал. Прошу. Материнский семейный капитал – это вид государственной поддержки семей, который реализуется с 1 января 2007 года. В соответствии с федеральным законом 256 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, право на материнский семейный капитал возникает при рождении, усыновлении ребенка, который приобрел гражданство Российской Федерации по рождению, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения этого ребенка, вне зависимости от места жительства. Федеральным законом определен круг лиц, которые имеют право на получение материнского капитала. Это женщины, родившие, усыновившие второго, третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, женщины, родившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, мужчины, которые являются единственными усыновителями второго, третьего и последующих детей, если решение суда о усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года, и мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года. Также законом определено, что мужчины, которые одиноко воспитывают второго, третьего и последующих детей, которые рождены с 1 января 2007 года, и воспитывают первого ребенка, который рожден с 1 января 2020 года, и которые являются им отцом, в случае смерти женщины, которая не являлась гражданкой Российской Федерации, либо объявления ее умершей. Вот так? Да, это говорит закон? Да, федеральный закон. Смотрите, насколько я знаю, в этом году исполнилось 17 лет, как заработала программа «Материнский капитал». Я прав? Да. Скажите, есть ли какие-то свежие новости, изменения в этой системе? Насколько сильно изменилась сама программа? Материнский капитал, программа реализуется с 2007 года, и, как вы отметили, в этом году ей 17 лет. За все это время законодательство совершенствовалось по-разному. Начиная с 2020 года начали происходить существенные изменения, которые повлияли на право возникновения на государственный сертификат. Изменились основные направления использования средств. В начале 2020 года было изменение касательно определения права. Так, женщины, которые родили, усыновили первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, имеют право на получение государственного сертификата. Ранее, до 2020 года, такого права не было. Только женщины, родившие, усыновившие второго, третьего и последующих детей, имели право на получение государственного сертификата. Также изменения коснулись и мужчин. То есть мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, и если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года, также имеют право на получение материнского капитала. Еще изменения в 2020 году коснулись и самого сертификата. Это проактивная выдача государственного сертификата. Если раньше для получения материнского капитала женщине было необходимо подать заявление на получение его, то сейчас социальный фонд на основании сведений, которые мы получаем из единого реестра ЗАГС, в автоматическом режиме, в проактивном, самостоятельно выдаем сертификат, определяем право женщины и направляем уведомление в личный кабинет на портале государственных услуг. Также основное значимое изменение, которое было в 2024 году,
Это определение права на материнский капитал по гражданству. С 1 января 2024 года, чтобы определить право на материнский капитал, ребенок должен быть гражданином Российской Федерации по рождению, а мать на момент рождения этого ребенка должна быть уже гражданкой. Минуточку. У нас вопросы по этой теме от наших телезрителей. Вы сейчас все выскажете, а потом на что вы будете отвечать и как будете отвечать. Кстати, извините меня, вы вот эти законы вот так все знаете наизусть, все, что касается данного материнского капитала? Ну, приходится. Вы давно работаете в этой сфере? С 2014 года. Молодец, скажу, молодец. Приятно. И перейдем к вопросам наших телезрителей. Давайте. И вот первый вопрос. Что будет с материнским капиталом в 2024 году? Условия получения материнского капитала в 2024 году. Изменились? Изменятся ли? Можно все по порядку? Прошу. У нас на сегодняшний день это очень актуальный вопрос. К нам тоже поступают и вопросы, и на консультации приходят. С 2024 года по 634 законодательству были внесены изменения. Если до 2024 года мама, будучи не гражданкой Российской Федерации, имела ребенка, тоже не гражданина Российской Федерации, и после наступления каких-то событий они оба приобретали гражданство, они могли получить государственный сертификат. Но с 2024 года, чтобы получить государственный сертификат, ребенок уже должен быть гражданином Российской Федерации по рождению у мамы, которая на момент рождения этого ребенка должна являться гражданкой Российской Федерации. То есть теперь приобрести гражданство после рождения ребенка и получить сертификат не получится. На момент рождения и мать, и ребенок уже должны быть гражданами Российской Федерации. Это к вопросу, есть ли ограничения по гражданству в назначении материнского капитала. Таким был второй вопрос от нашего телезрителя. Да. Можно к этому отнести ваш ответ? Да. К этому вопросу. Да. А раньше как было? Раньше мама могла быть не гражданкой Российской Федерации, например, гражданка Казахстана. Родился ребенок, тоже гражданин Казахстана. Потом, после наступления каких-то событий, мама приобретает гражданство Российской Федерации. Ребенок также приобретает гражданство Российской Федерации. Они обращаются в социальный фонд за определением права на материнский капитал. И по закону мы должны были им определить право. Если там соблюдены некие условия, то теперь вот по таким условиям мы больше не можем им определять право на получение сертификата. То есть мама должна быть уже гражданкой Российской Федерации на момент рождения этого ребенка. А ребенок должен родиться в России? Нет, у мамы, которая является гражданкой Российской Федерации. Например, у нас... А разницы нет, где родился, в какой Разницы стране? нет. Главное, чтобы мама была... Мама гражданка и ребенок по принадлежности к матери гражданин Российской Федерации. Также бывают у нас тоже вопросы актуальные очень. Например, есть первый ребенок, рожден не у мамы гражданки Российской Федерации. Это у нас следующий был вопрос. Вы что, вопросы мои знали? Нет. Я с вами не Они к нам обменивался. тоже Прошу. Мама приобрела, например, гражданство Российской Федерации в 2024 году. Есть первый ребенок, который у нее родился в 2023 году, будучи, когда она не гражданка Российской Федерации. В 2024 году у нее рождается второй ребенок. И у нас часто поступают вопросы, имеет ли право на получение сертификата мама и какой размер сертификата ей полагается, так как у нас два размера. В такой ситуации мама имеет право на получение сертификата на ребенка, который родился в 2024 году, так как на момент рождения этого ребенка она уже являлась гражданкой Российской Федерации. Ребенка 23 года рождения мы не учитываем, так как он родился в тот момент, когда она не была гражданкой Российской Федерации. У нас следующий вопрос звучит так. Размер материнского капитала, насколько он изменился? Если мы говорим об успешности программы «Материнский капитал», мы можем проанализировать и заметить, что с 2007 года... Просто вопрос звучит. Размер материнского капитала, насколько он изменился? Вот так поставлен вопрос. А там уже решать вам. С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексировался на 7,4%. На сегодняшний день размер сертификата на первого ребенка составляет 630 380 рублей, на второго ребенка составляет 830 024
4 рубля, и доплата за второго ребенка, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, составляет 202 тысячи рублей. Это достаточно? Много? Мало? Ваше мнение? На сегодняшний день это очень хорошая поддержка для молодых семей, я так считаю. А любое мнение у нас принимается. Продолжаем. На что можно использовать материнский капитал? Вот один из таких вопросов, которых ко мне поступило, можно сказать, десяток. Вот и все спрашивали, на что можно потратить материнский капитал. Есть тут какие-то изменения? Залит? Да, лица, получившие сертификат на материнский семейный капитал, могут реализовать свое право по достижению ребенком, в связи с рождением которого возникло данное право, 3 лет, по следующим направлениям. Это улучшение жилищных условий. На сегодняшний день очень актуальное направление. Сюда включается это строительство, реконструкция жилья, приобретение жилья, компенсация за уже построенное жилье. Также оплата образовательных услуг для ребенка. Хочу отметить, что на оплату образовательных услуг можно направить на любого ребенка в семье до достижения им возраста 3 лет. Даже дошкольное образование мы оплачиваем. И здесь это как исключение, можно, не дожидаясь 3 лет, оплачивать дошкольное образование. Также мы оплачиваем высшие и средние учебные заведения и образовательную программу у индивидуальных предпринимателей, если на осуществление данной деятельности у них есть соответствующая лицензия. Также можно направить средства на накопительную часть пенсии матери. Есть исключение из правил, и направить средства материнского капитала можно, не дожидаясь 3 лет с момента рождения ребенка, по следующим направлениям. Это погашение основного долга и уплата процентов по кредитам, по займам, на уплату первоначального взноса при получении кредита либо займа, на ежемесячную выплату, на социальную адаптацию, интеграцию детей-инвалидов в общество. Вот такие вот направления у нас. Машину, автомобиль можно купить? Нет, законодательством на сегодняшний день не предусмотрено такое направление использования средств материнского капитала. Только на индивидуальное жилье, на образование, ежемесячная выплата, накопительная часть пенсии мамы и вот такие вот Материнский капитал на автомобиль тратить нельзя. Нет, нельзя. Надеюсь, нас слышат. Надеюсь, нас слышат. Продолжаем. Правила начисления материнского капитала. В какой срок идет рассмотрение и перечисление средств? А вот тут что у нас? После подачи заявления о распоряжении заявителем социальный фонд рассматривает в течение 10 рабочих дней. В случае, если для определения права на реализацию материнского капитала необходимы еще дополнительные сведения, социальный фонд имеет право продлить данный срок до 20 рабочих дней. После вынесения решения средства материнского капитала перечисляются на лицевой счет в течение 5 рабочих дней. А могут отказать? Да, конечно, В могут. каких случаях, Залит? Можно тут более-менее так подробно? Да, основные у нас варианты отказа, это бывает, когда заявитель может неправильно указать вид расходов, когда у заявителя отсутствует уже право, бывает, что уже использован сертификат в полном объеме, когда у нас социальный фонд имеет право запрашивать сведения, которые необходимы для определения права на реализацию. Если, например, приобретаемое жилье непригодно для проживания и подлежит сносу, вот это самые такие актуальные причины для отказа. Еще раз повторяюсь, хорошо, что вы пришли. И надеюсь, что нас слышат и видят. Продолжаем. И такой вопрос. Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала. Что это и кто может получить данное пособие? Ежемесячная выплата из средств материнского капитала – это самое актуальное и популярное направление использования средств. Право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, которые уже получили государственный сертификат, являются гражданами Российской Федерации и чей средний душевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума. На сегодняшний день размер ежемесячной выплаты составляет 14 390 рублей. С 2023 года право получения ежемесячной выплаты в соответствии с изменением законодательства имеют дети, не достигшие 3 лет в семье, все дети. Раньше такое право было только у второго ребенка.
Сейчас, например, если есть в семье 3 детей, 2 детей, у которых еще нет возраста 3 лет, мама имеет право подать заявление на каждого ребенка и получать за каждого ребенка ежемесячную выплату. Это прийти к вам, написать заявление или Она- ваше какое-то отделение на местах? Нет, у нас все теперь в автоматизированном порядке. Она может дома у себя через портал государственных услуг подать автоматически, не приходя в социальный фонд, заявление в электронном формате, заполняет заявление, и социальный фонд без участия мамы рассматривает, выносит соответствующее То есть решение. сидит дома, Да, ей приносят деньги. Да, Если сказать на счет. по-простому. На счет. Ну, Да. приносят деньги. приносим. Хорошо. Продолжаем. Право отцов. Вот самый такой вопрос, который мне понравился. Право отцов на материнский капитал. Что тут у нас? Можете рассказать, что должны знать мы, отцы? Вот мне понравился этот вопрос. Прошу. Право у матери прекращается и возникает у отца ребенка в случае, если лишение родительских прав отношений ребенка у мамы, в случае совершения матерью преступлений в отношении этого ребенка, в случае оставления мамой ребенка в родильном доме, либо другой медицинской организации, либо в случае, если отменено усыновление, в связи с рождением, усыновлением которого возникло право у нее на материнский капитал. В данных случаях право у мамы прекращается и переходит отцу. Сертификат мы передаем отцу. Только в этих случаях. Только в этих случаях. Залин, а где можно узнать вот про все эти изменения, добавления, вот про все эти законы, где может узнать простой житель нашей республики, нашего региона? Все Не изменения. обязательно же к вам приходить. Нет, у нас есть колл-центр, который работает с 9 до 6. Также мы отвечаем на актуальные и вопросы граждан. Также можно на сайте социального фонда узнать, в других интернет-ресурсах, официальных, которые мы ежедневно выкладываем всю актуальную информацию касательно изменений, касательно актуальных вопросов, которые интересуют у жителей нашей республики. И еще такой вопрос, я скажу вдогонку, в последнюю очередь, который к нам поступил, мне он показался интересным, и я его включил. Можно, да? Да, конечно. И звучит он так: как можно получить материнский капитал и когда? После рождения ребенка и после того, как составляется запись в ЗАГС о рождении ребенка, у нас в автоматическом режиме поступает сведения о том, что у данной мамочки родился ребенок. И социальный фонд без участия заявительницы в автоматическом режиме, как я раньше и говорила, в проактивном режиме определяет ей право. После определения права обычно законом предусмотрено 5 рабочих дней на рассмотрение данного заявления. После определения права на материнский капитал мы отправляем сам сертификат в электронном формате и уведомление о выдаче сертификата на личный кабинет ее на портале государственных услуг. Также хочу отметить, что 2020 года официальные бланки, на которых ранее выдавался сертификат, желтые такие бланки, мы больше не выдаем. Сертификат выдается в электронном формате. Мы направляем в личный кабинет мамочки, и она может, если хочет, распечатать, если хочет, не распечатывая, использовать его. И материнский капитал не облагается, как говорится в народе, живыми деньгами. Нет. Все деньги хранятся на лицевом счете. И в случае, если наступили условия, по которым мама хочет использовать свое право, она может подойти в любой территориальный орган социального фонда и подать заявление на то направление, на которое она хочет использовать средства. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, вот так подробно ответили на мои вопросы и на вопросы наших телезрителей. Удачи. Спасибо большое. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель начальника управления установления социальных выплат отделения Социального фонда России по Чеченской Республике Залина Хасаева. Итак, дорогие друзья, вы сами все слышали. От вас были очень важные и интересные вопросы. На них были получены ответы. И спасибо за это нашему дорогому гостю. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.